Мы восстали за нашу свободу, за наше достоинство, за нашу национальную идентичность, но нам пришлось столкнуться с брутальным режимом. Столкнулись две реальности. С одной стороны, гордые люди с флагами и цветами против людей в черных одеждах с оружием и прячущих свое лицо за балаклавами. Мы рады, что история нашего противостояния зажгла так много в сердцах других людей. Женщина в белом, стоящая на коленях перед полицией, это мирная Беларусь в 2020-м, вот что мы видим. Люди, запертые спецслужбами в церкви, это мирная Беларусь. Задержанные, которых помечают разными цветами, чтобы понимать, насколько сильно их нужно избивать полиции, это тоже мирная Беларусь. Люди, сидящие в тюрьме и болеющие коронавирусом, это тоже мирная Беларусь, в центре Европы. Страх — это то, что чувствуют люди. Я одна из тысяч белорусов, которые раньше боялись. Невидимая стена страха была построена вокруг нас. Эта стена страха долго сдерживала нас, почти 3 десятилетия. Но в этом году все изменилось. В этом году мы объединились в своем стремлении к переменам, объединились, поверив, что эта стена страха может быть разрушена кирпич за кирпичом. Вместе мы преодоляем наш страх на пути к свободе каждый день, каждую неделю, каждый месяц. Фотография на фасаде Европарламента — это не история страха, это история надежды, это история смелости и свободы. В третий раз за 20 лет белорусов награждают премией Сахарова. Что если не это понимание того, что мы свободомыслящие люди? Что если не это стимул для нас, чтобы продолжать движение? Мы должны победить, и мы победим. Самое простое желание — просто ходить по улицам наших городов держит нас. Желание проводить праздники с нашей семьей и любимыми удерживает нас на плаву. Мечты о лучшем будущем для Беларуси удерживают нас на плаву. Беларусь, где право и справедливость одерживают победу. Мысли о том, что наши дети могут гордиться нами. Это бесконечная честь говорить здесь перед вами. Мы получили этот приз вместе с другими смелыми белорусами. Светлана Алексеевич, Вольга Ковалькова, Олесь Беляцкий, Микола Статкевич, Сергей Тихановский, Сергей Дылевский, Степан Путила и все другие члены Координационного совета. Но мы не одиноки здесь сегодня. Вместе с нами тысячи белорусов, которые вдохновляют нас, которые дают нам силу и надежду. Многие из них не смогли быть сегодня здесь. Наши смелые женщины, наши рабочие, наши студенты, доктора, учителя, адвокаты, писатели, журналисты, активисты, все те, кто сейчас находится в Беларуси и борется за нашу свободу. Это им принадлежит эта премия.
В прошлое воскресенье я встретилась с известной белорусской писательницей Светланой Алексеевич. Она сегодня с нами дистанционно. Светлана получила Нобелевскую премию об историях больших маленьких людей в огромных исторических событиях. Таким образом, она возвела памятник для наших людей в эти времена. Для меня маленький большой человек — это каждый белорус, который принимает участие в этом мирном протесте против беззакония и насилия. Каждый из них герой, каждый из них образец смелости, отваги, милосердия и достоинства. Свобода сделана из очень простых вещей и очень часто нуждается в бесстрашном сопротивлении. Для Александра Тарайковского это был протест против сфальсифицированных выборов. Он стоял с голыми руками напротив спецслужб, и его застрелили, его убили. Для художника Романа Бондаренко это просто было выходом во двор, чтобы защитить национальные символы. Его похитили, его избили до смерти в здании полиции. Он был бесстрашным. Журналист Екатерина Борисевич и доктор Артем Сорокин постарались рассказать правду об убийстве, которое совершил режим. И это стоило им их свободы. Они бесстрашны. Наталья Херши не могла оставаться на обочине и вернулась в Беларусь после того, как жила за границей многие годы. Из солидарности она участвовала в мирных протестах. И ее приговорили к 2,5 годам лишения свободы за то, что она просто сняла маску с полицейского. Она бесстрашна. Свобода — это победа над страхом. 73-летняя Нина Богинская стала символом нашей борьбы. Несмотря на постоянное задержание, многочисленные удержания, она протестует за справедливость уже 30 лет. Она действительно свободная. Микола Статкевич. Он был кандидатом в президенты во время выборов 2010 года. Он сидит в тюрьме, и его признали политическим заключенным уже в 3-й раз за последние 15 лет. Его приверженность ценностям свободы — это что-то, что не может отобрать ни одно тюремное заключение. Он по-настоящему свободен. Моя подруга Мария Колесникова порвала свой паспорт и выбрала тюрьму вместо изгнания, чтобы остаться в Беларуси с нашими людьми. Она действительно свободная. Я думаю о ней каждый день. Мой муж Сергей Тихановский решил рассказать правду, несмотря на то, чем это может быть чревато. За это его бросили в тюрьму по сфальсифицированным обвинениям. Он не видел свою семью уже 7 месяцев. Но это лишь некоторые из смелых людей, которыми гордится наша европейская нация. Свобода, кроме всего прочего, универсальна. Белорусы выходили на марши каждую неделю с выборов 9 августа. Они выходят на марш за свое будущее и за будущее тех, кто не может там быть. Они выходят на марш за свободу и достоинство белорусов, европейцев, за ваше и наше достоинство, за вашу и нашу свободу. Без Беларуси Европа не может быть полностью свободна. Мы
просим Европу и весь остальной мир встать вместе с Беларусью. Мы призываем Европу быть смелее в своих решениях. Мы призываем поддерживать людей Беларуси сейчас, не завтра и не когда-нибудь в будущем. Выступать за права человека и демократию – это не вмешательство, это долг каждой уважающей себя демократической страны. Ваша солидарность и ваш голос важны, но больше всего важны ваши действия. Пожалуйста, будьте с белорусами и будьте уверены, что белорусы сделают то же самое для вас в будущем. Я хочу только одного в этом году. Я хочу, чтобы каждый белорус, который сейчас находится в тюрьме, который был вынужден жить в ссылке, мог вернуться домой. Третья премия Сахарова обозначит новое начало для Беларуси. Нельсон Мандела, получивший премию в 1988 году вместе с советским диссидентом Анатолием Марченко, говорил: «Я понял, что свобода — это не отсутствие страха, но триумф над страхом». Он верил, что смелые люди — это те, кто преодолевают свой страх. Только все вместе мы можем победить страх на своем длинном пути к свободе и построить новую Беларусь. У каждой страны свой путь к демократии. И это наш путь. Долго живи Европа, живи Беларусь.